Часть 1 статьи 304 Уголовного кодекса Киргизской Республики определяет злоупотребление должностным положением как использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, если это деяние повлекло нарушение прав и законных интересов граждан. 22 июня 2018 года, с учетом дополнения от 16 июля 2018 года, я подал административную жалобу на решение действия Республиканского центра психического здоровья, комиссии врачей-психиатров, РЦПЗ в части постановки мне 8 июня 2017 года диагноза о смешанном расстройстве личности, параноидном, истерическом на неблагополучном органическом фоне, церебросклероз сосудов и сохранения моей истории болезни в РЦПЗ. Для рассмотрения жалобы указания Министерства здравоохранения Киргизской Республики от 25 июня 2018 года была создана комиссия под председательством начальника управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Тайматова Саманбека Шакиевича. При рассмотрении жалобы и подписании отказного решения от 23 июля 2018 года Тайматов использовал свое служебное положение вопреки интересам службы. И это деяние повлекло нарушение моих прав и законных интересов в виде необеспечения мне надлежащей административной защиты от незаконного вмешательства Государственной психиатрической службы в мое личное пространство. Вот 4 признака, указывающих на совершение Тайматовым этого преступления. Тайматов назначил заседание комиссии на 18 июля 2018 года на 10 часов утра, но сам на это заседание не явился. Член комиссии, работник Минздрава Кадырова Тамила Мукашевна, объяснила его отсутствие тем, что он был занят. Это было лживое объяснение. Как я уже говорил в фильме «Ошибка Омурбека Текебаева», любая встреча не является вопросом занятости участников, а является вопросом факта. Когда 16 июля 2018 года Кадырова позвонила мне с городского номера и сообщила, что заседание комиссии назначено на 18 июля 2018 года на 10 часов утра, вот этот звонок. Да. Здравствуйте, Ренат Аскарович. Ага. Да. Здравствуйте, Тамила Лукашевна. Вот на среду в 10. Так, сегодня у нас 16 июля 2018 года, да? А это будет 18 июля 2018 года, да? Да, послезавтра. В 10 часов утра? Да. Хорошо, все, мы будем в 10 часов утра, все, обязательно. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Это означало, что 18 июля 2018 года в 10 часов утра Тайматов будет занят только на заседании комиссии по рассмотрению моей жалобы. В противном случае заседание должно было быть перенесено. Но поскольку заседание не было перенесено, это означало, что Тайматов не собирался присутствовать на заседании, чтобы избежать ответственности за действия комиссии, что он и сделал во время приема меня и моего представителя 24 июля 2018 года. На заседании комиссии 18 июля 2018 года был представлен проект отказного решения Тайматова на 2 страницах. Этот проект мне вручила Кадырова 11 июля 2018 года в конце рабочего дня. Во время приема меня и моего представителя 24 июля 2018 года Тайматов заявил нам, что это не был проект его отказного решения, а был просто ничего не значивший текст. Вот это заявление Тайматова. Началось заседание с того, что я получил предварительно проект решения вашего. У меня был полностью он. И я... Какой проект решения? Я не понял. Ну, я писала письмо, и он попросил ознакомиться, потом он попросил комиссию создать. После этого комиссию создать. А что за предварительное... Ну, просто тоже письмо, а сейчас оно более расширенное. Можно я продолжу? Значит, я получил этот проект решения. Это не проект решения принимает комиссия. Это просто подготовленный текст называется. Это не проект решения. Там есть вверху проект решения? Нет. Это просто текст подготовленный. Тайматов солгал, когда 11 июля 2018 года
Кадырова позвонила мне с городского номера и сообщила, что она написала проект решения на жалобу для подписания Тайматовым. Она подтвердила, что Тайматов видел этот проект и согласился с ним. Вот этот звонок. Алло. Алло, Ренат Анатольевич, Да. это с Минздрава, здравствуйте. Это Тамила Мукашина? Да, вы звонили, нет? Нет, я не звонил, я ждал вашего звонка. После обеда мы же договорились. Я думала, вы позвоните, потому что вы взяли телефон. Значит, Самат Шакевич на совещании, но мы подготовили письмо. Если оно у вас как бы не то, тогда вызываем РЦПЗ, руководство и будем собираться. Тогда я тогда, значит, вы до 6 работаете? Да. Давайте так, я до 6 часов к вам подъеду, к вам зайду. Во сколько? До 6, сейчас вот полчетвертого уже, 2 часа осталось примерно. Ну тогда мне как, я его зарегистрирую? Нет, вы его не регистрируете, вы же проект создали, правильно? Ну я написала проект, он в принципе смотрел, изучал, согласился. Давайте сделаем таким образом. Вот я сейчас, значит, до 6 часов поеду к вам. У вас какой кабинет? 30-й. 30-й кабинет. Я к вам в 30-й кабинет, сейчас вот в течение 2,5 часов, до 6 часов я подъеду. И вы это письмо не регистрируете. Я его посмотрю. Если оно действительно нормально, тогда я соглашаюсь, вы его отправляете, и вопрос закрыт. Хорошо. Если же, допустим, я вижу, что там есть какие-то неточности, тогда действительно назначаем комиссию, и тогда письмо опять не нужно будет. Просто назначаем комиссию и уже начинаем работать комиссионно. Хорошо? Ну, насчет комиссии поговорим, конечно. Комиссия же была уже же. Нет, я имел в виду, что вот вы же сказали, что собирать Минздрав, тогда, я не знаю, как это называется. Тайматов говорит, надо вызывать службы и так далее, с ними же все связано. Ну, давайте, в любом случае, я подъеду, значит, к вам, да, и мы вместе все вопросы решим. Вы пока не регистрируете, ничего не отправляйте, ладно? Хорошо. Чтобы не было. Все, хорошо, все. Я подъеду к вам сейчас. Если бы я не пришел на заседание комиссии 18 июля 2016 года, Тайматов подписал бы это отказное решение. Тайматов отрекся 24 июля 2017 года от этого отказного решения лишь потому, что ему объяснили, что на заседании комиссии 18 июля 2018 года я опроверг это решение. И Тайматов подумал, что после консультации с юристами он сможет исправить это решение, более расширив его, как выразилась Кадырова. На заседании комиссии 18 июля 2018 года запрос на консультации с юристами был сделан через члена комиссии, заведующего приемным отделением РЦПЗ Ажибекова Жаныбека Асылбековича. После проведения консультации с юристами комиссия должна была продолжить заседание с участием Тайматова и моим участием для принятия решения по жалобе. Но комиссия продолжила заседание в период с 19 по 23 июля 2018 года с участием Тайматова, но без моего участия. Во время приема 24 июля 2018 года Тайматов заявил мне и моему представителю. Я вызвал Ажибекова, Галака, Мусабаеву, Кадырову. Мы обсудили вопрос. Мы не были обязаны приглашать вас на это заседание. Ажибеков, Галака, Мусабаева, Кадырова разложили мне весь ответ об отказе в удовлетворении вашей жалобы по полочкам и сказали: вы, Саматбек Шакевич, можете подписывать этот ответ. Я и подписал. Что я нарушил? Вот это заявление Тайматова. Я был Аджибеков, Галака, мы обсудили этот вопрос. Да. И здесь не обязательно ваши. Они все по полочкам разложили. И говорят, вы можете подписать. Я подписал. Что я нарушил? Объясняю, что нарушил Тайматов. Тайматов нарушил статьи 35 и 67 Закона Кыргызской Республики об основах административной деятельности и административных процедурах. В соответствии с этими статьями, кроме 4 случаев: первое, когда принимается благоприятствующее решение; второе, когда заявители не оставят на заслушивание; третье, когда принимается устный акт; четвертое, когда создается угроза безопасности жизни и здоровью людей, а также в других предусмотренных законом случаях. Кроме этих 4 случаев, во всех остальных случаях при рассмотрении административной жалобы административный орган обязан предоставить участникам процедуры возможность высказаться о фактических обстоятельствах, рассматриваемых при осуществлении административной процедуры, в том числе об обстоятельствах, по которым комиссия провела консультации у своих юристов, в связи с которыми 18 июля 2016 года она откладывала заседание.
Ни одного из этих 4 случаев в моем деле не было. Поэтому, когда Тайматов сказал, что комиссия не обязана была приглашать меня на заседание для окончания рассмотрения жалобы, он тоже солгал. 3 предыдущих признака указывают на то, что Тайматов хотел злоупотребить должностным положением и принять только отказное решение по жалобе, нарушив тем самым мои права и законные интересы на обеспечение мне надлежащей административной защиты от незаконных решений, действий врачей-психиатров РЦПЗ. Поэтому для него и возглавляемой им комиссии не были важны мотивы отказа. В подписанном Тайматовым отказном решении от 23 июля 2018 года действительно не было неопровергнутых мной мотивов. Когда во время приема 24 июля 2018 года Тайматов сам удивленно спросил у Кадыровой, почему Медетбеков мне сейчас говорит, что в подписанном мной отказном решении от 23 июля 2018 года нет неопровергнутых им мотивов, Кадырова ему спокойно отвечает, если Медетбеков не согласен, пусть обращается в суд. Вот этот диалог Тайматова и Кадыровой. Это специалисты не смогли ответить. Мы ответили. А что? Ну, человек имеет право не согласиться. Мы написали, пусть обращается в суд. Такое решение, когда административное лицо отказывает заявителю в удовлетворении его жалобы с указанием в качестве единственного мотива, если вы не согласны, можете обращаться в суд, является бесспорным признаком, указывающим на злоупотребление должностным положением. Первый вывод. Генеральный прокурор Киргизской республики Аткурбек Джамшитов, помня недавний призыв президента Киргизской республики Сооронбая Жээнбекова на Иссык-Кульском форуме Розы Атунбаевой гражданам называть по имени всех, кто стоит за коррупцией, писать обо всех случаях в прокуратуру, обещая, что со стороны прокуратуры обязательно будет реакция на все обращения, должен возбудить уголовное дело в отношении начальника управления организацией медицинской помощи и лекарственной политики Министерства здравоохранения Киргизской республики Тайматова Саматбека Шакиевича за злоупотребление должностным положением. Второй вывод. Министр здравоохранения Киргизской республики Касмазбек Чолпанбаев должен рассмотреть вопрос о соответствии Тайматова занимаемой должности в связи с допущенным им непрофессионализмом. Доказательством непрофессионализма Тайматова служит то, что он так и не смог разобраться в том, что предметом моей административной жалобы от 22 июня 2018 года, с учетом дополнения от 16 июля 2018 года, было действие комиссии врачей-психиатров РЦПЗ по постановке мне диагноза о смешанном расстройстве личности и сохранение моей истории болезни в РЦПЗ, а не моя госпитализация в РЦПЗ. Также министр здравоохранения Чолпанбаев не должен создавать очередную комиссию, потому что уже создавались 2 комиссии, которые рассматривали вопрос о моей госпитализации в РЦПЗ. Министр Чолпанбаев должен просто принять меня и всех докладчиков от тех комиссий, выслушать нас всех и тут же на заседании принять решение по моей административной жалобе от 6 августа 2018 года на отказное решение Тайматова 23 июля 2018 года как вышестоящее должностное лицо в соответствии с законом об основах административной деятельности и административных процедурах, потому что я просил проводить заседания только в моем присутствии. Заместитель директора РЦПЗ Мусабаева Сабира Султановна не присутствовала 5 июня 2017 года во время освидетельствования меня дежурным врачом-психиатром РЦПЗ Русу Аленой Сергеевной, а комиссия врачей-психиатров под председательством Асанбаевой Эльмиры Мукашевны пришла к заключению 8 июня 2017 года, что у меня нет тяжелого психического расстройства, обуславливающего мою непосредственную опасность для окружающих. Поэтому 18 июля 2018 года Мусабаева не могла говорить на заседании административной комиссии Минздрава, что решение РУСу о моей госпитализации в недобровольном порядке было правильным. Но она сказала эти слова. Вот они. Я повторяю, РУСу, вот для цели, я повторяю, для цели нашей операции, я говорю о том, что РУСу решение было законным.
Но у нее решение было необоснованным. И это признала следующая комиссия. Она признала, что, решение РУСу было принято ошибочно. Да, оно было принято законно. Решение было принято не ошибочно, просто как бы заключение врачебное, оно поменялось. Потому что психическое состояние, оно меняется. Смотрите. Мусабаева допустила непрофессиональное поведение. В связи с этим директор РЦПЗ Исмаилов Ураимжан Исмаилович должен инициировать вопрос о соответствии ее занимаемой должности.